Как-то привыкли уже, да? Немножко. Ну, человек привыкает ко всему. Тут уже столько лет привыкает ко всему. Времени мы находимся, что уже как-то что-то приспособились. Даже здесь, в таких условиях, да? Даже в таких условиях, да. Сразу вспоминаешь, как люди жили в пещерах. Ничего. Я сразу вспоминаю бабушку, когда мы критиковали за туалетную бумагу, теперь наверху посмотри. Вот тогда и есть на случай войны, чи как там она говорила, на случай ядерной войны. А теперь у нас туалетная бумага Просто, чтобы запас был, чтобы потом не бегать за ней. Ой, вот. Сейчас мужчины соль. О ядерной войне тогда никто и не думал. Так, теперь в табличке повторяем первое. Это мамочка идет, имя, фамилия по-английски, с паспорта по биометрии пересекали, да? По биометрии. Дата отдельно, месяц отдельно, дата, месяц, год. Это когда рождения? Твое, да. Дата, месяц, год. Так, у меня когда рождения? Дата, месяц. Думаешь? Месяц, так, Селестинчик сказать. Опа. Месяц, Дата, когда? месяц. На каком месяце границу пересекали? Седьмого. Не отказывалась ехать, потому что очень большие были очереди, толкотнина, куча людей, детей теряли. Я боялась. У меня же еще и дочка. И мне папа посадил меня в депо. Он мне железнодорожник, он меня посадил в депо. И потом уже мы подъехали на Иначе не было вокзал. возможности влезть в эти поезда Да. Я говорила, эвакуационные. на 7 месяц меня просто толкнул, и все в живот. И я не хотела так рисковать, конечно, для меня это важно. И потом ехали тоже, конечно, люди и в этих в тамбуре спали, и тут в коридорчике спали. Так, я переживала, чтобы не родить просто. А у меня операция должна быть. В общем, Это телефончик мой. Будете звонить. спасибо. Меня больна эта тема домой. Я понимаю, что тут сейчас не заехать, но там вся моя родня и мне. А кто там остался? Старенькая моя бабушка, моя мама, папа, вся родня там, и мое детство там, моя семья, моя животные наши. А папа ваш где? Там же. Там же тоже. Боже, он не видел вообще ребенка, как он родился и как он, только по фотографиям. Да. Малые щечки такие, соцки. Сётики. А потом уже потихонечку уходишь к началу повторения. Вот с этими октавами, которые подряд идут, более певучие. Постарайся их сыграть. Клавишу. Вот. Значит, там фа, ля, до, фа, да? В общем-то, октава получается. А потом она заполняется как бы до, фа, ля, да? Подголоском. И тяни.
Нет. И вот этот аккорд ты берешь, а сама тяни его. Как будто, ну, как человек, когда поет. Одно дело, когда рассказывает стихотворение, да, какое-то. Белеет парус одинокий. Или белеет парус одинокий. То есть тянет каждую звук. Вот. И скажи, как там в Харькове, хоть спокойно сейчас или не очень? Братик хорошо, мама тоже. Да? Ну, слава богу. Я думала, что это самое. Ну, во всяком случае, я со своими разговаривала. Они говорят, что особенно ночью бывает неспокойно. Вот, но если... Ночью залетит сирена, а у нас еще в телефонах, чтобы точно все слышать. Ох, это весело. Ну да, в том-то и Вот идем дело. в коридор какой-то. Тут. Ну да, хотя бы в коридор. Вот, 24 да? 24. Сразу с 24 числа мы сразу стал наш город, левый берег, он сразу стал в оккупации. И до сих пор у нас там разрушения такие, город просто Скоро будет сносит. даже похлеще, чем в Бахмуте. Там живого ничего нету. Там сейчас такой ужас творится. Город Олежки, там, где прорвало ГЭС, вот это вот затопило. 6 июня этого года за 10 часов просто город затопило. Выглядываем в окно эти крики людей о помощи, эти собаки, животные. Это очень страшно. И никто не спасал людей. Были лодки, люди пытались спасать, но военные забирали. Лодки не давали спасать. Не было ни воды, не было ничего. Там, где стали нам привозить, потом днем очередь выстраивалась по булочке хлеба на семью, то потом дошли до того, что просто стреляли в эти снаряды, попадали в эти толпы, где люди стояли. Это получается, началась война, и вы были в оккупации больше года. 1,5 года. Ну, чуть ли не расстреляли, шел в гаражи машину брать. 2 раз просто стоял, торговал возле рынка. Ну, у нас на рынке место свое. А я машину просто поставил и с машиной торговал арбузом. Подъезжает полиция где-то часов к 5 вечера. Вяжут меня. Жена с тещей подбежали, они им автоматы в живот, в сторону, типа, еще подойдете, выстрелим. Меня в машину и увезли. Ну, ничего мне не это самое. Даже пальцем меня не трогали. Они просто решили со мной побеседовать, потому что кто-то где-то там слышал, что я прихожу на работу и кричу «Слава Украине!». А первый раз за наколки. Первый раз Раздевали. чуть ли не расстреляли на гаражах, да, из-за наколки. А что там? А у меня был герб Украины. Да. Хорошо, что мы вовремя ее затушевали. О, я как раз достала этот самый сборник Мицкевича. Давай выучишь стихотворение. Нет, А чего? мне это не интересно. Нет, там есть его интересные крымские соли. Мне это не интересно. Ты просто их не читал. Поэтому не знаешь. Я их читал, и мне не интересно. А, ты читал? Ну, ты на каком? На польском или на русском? И то, и другое. А, это. А ты не хотел бы вот на это продолжить свои занятия спортом? Нет. Нет? Что ты сейчас бездействуешь? Или у тебя как-то... Тебе сил как бы не хватает? Сил не хватает. Ну, так надо тогда как раз наоборот ходить по утрам, двигаться. Придем померяем тоже давление. Тебе. Мне не надо. Не, ну понимаешь, если сил нету, такого быть не может. Особенно в молодости. Может. Но если нет сил, значит какая-то есть причина.
Когда человека вырываешь с его, так сказать, основного места, где он привык, где он жил, окружение, все. Есть люди, конечно, быстро как-то адаптируются, а есть... Тебе бы хотелось поехать? Не знаю. Ты уже ничего не знаешь. Ой. А мне хотелось бы поехать в Харьков. К этому номеру идет статус. И вот этот статус говорит о том, что люди приехали, потому что они бежали от войны, а не потому, что они там зарабичаны или приехали ранее и так далее. Заполняем освещение, в котором вы заполняете, что вы не являетесь обладателем никакой карты, ни тимчасового, ни сталого побуту. Потому что в таком случае вы идете по другому законодательству Польши. Так же, как и вы сейчас идете по другим законам Польши. А уходцы, да, беженцы с Украины, они идут именно с песелем УКР и идут по этому закону. Понимаете, о чем я говорю? В общем, сейчас вы рекомендуете мне никуда не двигаться. Вы ждете решения, конечно. Ага, ждете решения. Тут детки играют, да? Город в оккупации. Да вы с какого города? Мелитополь. Мелитополь. Проверяют документы. Боятся люди в город выходить, у кого нет русского паспорта. Ну, не знаешь, конечно, но говорят, вроде там 10 тюрем открыли в подвалах где-то, на наш город. Партизаны очень хорошо там работают. Дай им Бог здоровья, конечно. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Вроде бы то и хорошо. И деньги платят там, и больницы работают, и школы дети учатся. Все такие привилегии, все бесплатно, все это. Ну какой ценой? А вот это такое, да. Ну, понимаете, наверное, как при Сталине, может быть, было такое время, что лишены права голоса. Боятся что-нибудь сказать, чтобы что-то рассказали. Ну, как-то, я читала, вот взрывалось, то. Мы не слышали. И все равно, что творят. Детей убивают. И что? Ой, боже. Еще сколько нам предстоит тут, да, быть? Я думаю, еще долго. Долго? Я думаю, да. Очень много дали им время там окопаться. А хочется умереть дома. Живите лучше дома, что вам скажешь. Лучше жить дома. Да, но все равно не хочется, ну, где-то дома и все. Хотя бы увидеть еще свои садочки, свои цветочки, свой народ, своих людей, детей. Маша, на ужин. Все, дождик идет вовсю. Что у нас вкусно? Все вкусное. Не, ну это да. А вообще какой-то там CV, может быть, или что такого? Но мне выслали на электронную почту. Ты будешь его переделать? Возможно. Ты молодец вообще. Ты спрашиваешь, где ты учишься? Да. Надо потом еще доуказать там, потому что они не смогли найти и подтвердить это. Про технику? Да. А про украинскую школу спрашивают? Нет. А ты сказал, что ты и там учишься? Нет. А чего? Зачем? Он был нормальным, жизнерадостным ребенком. Он спокойно ходил, там общался, все. Потом случилась пандемия. После пандемии война. А что теперь еще следующее? Это же вообще нахлёст идет. Он не успевает оклыгать. А перед войной, перед пандемией, у него же еще было вот это вот, то, что помнишь, на диете он сидел, болячка это 1,5-годичная. Что он там. И это все такая изоляция. Изоляция. И они все время и так в телефонах, они вообще в виртуале, а потом удивляются, почему они не могут выйти в реал. Перекушай, да.
Салаты это доедай. Я тут пришла с работы тоже. И что, сегодня учеников много? Нет, у меня только одна девочка, и то мы так репетицию такую сделали. Не сильно большую. А где ученики твои вообще сейчас? Одна в Грузии, одна в Германии, двое в Америке. Вот в Украине 3. У детей там есть вообще на чем играть? Вот у нее не было на чем играть, поэтому она не стала поступать. Сейчас сначала. Так она где? Она в Норвегии. Ого. Причем в какой-то деревне, по-моему. Что там вообще ничего нет. И инструмента нету, и школы, по-моему, нету. Она сказала, что это кошмар. А как они туда попали? Вот она, свое произведение играет. Сама сочинила. Я и сам Бог велел учиться дальше. И становится. Любит, вот, с удовольствием. Да, хорошая девочка. Сколько на этой сцене мы отыграли? Мгм. И ты играла же на этой сцене. Да, то это что у меня слезу пробила. И стаж же сколько я тоже там. Как бы Ну, это. ученики хорошо, а ты? Ну, а я что? Нам тоже надо что-то думать про инструмент. Потому что даже хочется поиграть. Вижу. Преподавать музыку. Как это может тут выглядеть? Не думала об этом? Думала, конечно. И даже ходила кое-куда. Ну, в одном месте мне сказали, что, ну, тогда еще, как мы по приезде, было язык, ну, да, более. А сейчас лучше с языком? Ну, сейчас лучше с языком, но теперь другое. Мне все говорят, я еще не доходила до этого момента, но говорят, что 70 лет это уже, так сказать, не очень желают У брать. тебя этой учительницы Евгении было сколько? 80 с гаком? Нет, что просто тут, понимаешь, относятся к этому вот так. За возраст. Да, могут, если уже ты работаешь на одном месте и работаешь, ну и работай. А Чтобы если взять, да? нового работника, это не очень Да, это стремятся к этому. Это оставить пока? Может, ты хочешь еще? Вовка, будешь? Будешь еще доедать? Потом. Потом? Если вы будете стоять на бирже труда как безработная, вы сможете статус взять безработного и прийти к нам и подать заявление, ну, на поддержку вас. И посчитаем количество людей в семье. Квота у нас 600 злотых на человека, то, естественно, у вас не будет такой суммы. И вы сможете подать и поддержку получить на какой-то период. Ну и мама. Кто-то остался там на Украине? Да, сын старший на войне воюет на фронте. Воюет. Тоже ж такая психика сейчас после вот этого всего так разговариваю, что вообще другой человек, и кем они выйдут после этой войны. Сидеть в этих окопах под бомбежками, и потом же тоже нулевая линия, они же выходят тоже ж на бой. Вот, а потом тяжело. Сейчас тоже смотрю такой. Не тот уже Юра, который был. Изменился, да, поменялся? Конечно, и психика, и все, и нервный, и такой вот он, ну, как бы совсем не тот. Он всегда был такой добрый, такой, как бы это уже такой, видно, что жизнь там в окопах не дает ничего хорошего.
После понедельник. И контуженный был, и проблемы сейчас со здоровьем. Сейчас опять вот в больнице лежит. Приехал в отпуск, скорая забрала. Плохо, давление, голова болит. Ну, короче, я не могу тоже к нему никак поехать, потому что тут же дети. А я не могу их оставить. А дети? Какие? Откуда? Расскажите, вроде за ним ехали собачка. Да, тут тоже дети. А тут столько детей. Дети, ну, мы когда приехали, нас поселили там в Комарницу, ну, тоже как центр для беженцев. И была женщина, приехала, двое, получается, 2 сына у нее и внучка. Ну, и сын, и внучка одного возраста. Вот. Ну, и там проблема у нее что-то... Ну, не было проблем, потом как бы давление повысилось, скорая забрала инсульт, и она умерла. Да вы что? И эти 3 деток остались сами. Родственники их не захотели никто брать. У них очень много родственников, сестры, братья, тети. Но они от них отказались все. Ну, тяжелые, конечно. И в школе сколько они такие тяжелые дети, забирайте их. Так с ними учителя не могли справиться. Вот сидели они в Польше, не знают ни одного слова польского. Ну, мы все узнали. И польский узнали. Мы сидели, вот, читать их учила. Он такой: тетя Лариса, откуда вы польский можете читать? Ну, если мне, говорю, с вами надо заниматься, тут хочешь, не хочешь, будешь читать польский. Получается, сейчас много, очень даже больше даете этим приемным детям, чем своим. Да? Так, мои же уже, да, тут, получается, не могла в отпуске, я приехать не могу. Он тоже там такой: мама, я же тебе туда был в отпуске, ты не смогла детей же бросить. Опять я в отпуске, опять ты меня не могу, мало ли на войне, говорит, сегодня есть, завтра нету. Тоже, конечно, насчет этого очень, я переживаю. Пусть Бог сохранит, конечно, вы столько всего делаете, знаете, где-то. Там тоже кто-то будет помогать всегда. Пусть уже будут хорошие люди рядом с ним, как вы с этими детками, правда? Все будет хорошо, не переживайте. Главное здоровье. Здоровье ему, чтобы всем хватило на все это преодолеть, пережить, правда?